После наказания Айни заключили в печально известную тюрьму Абхона. Эта тюрьма, подземное олицетворение отчаяния, стала для него местом страданий и размышлений. Холодные каменные стены, сырость и мрак будто шептали о безысходности. Но Садриддин Айни не позволил тьме победить его. «Если я умру, кто продолжит нашу борьбу за свет?» Эти слова, звучавшие в его разуме, наполняли его решимостью. Даже в этой тьме он находил силу, черпая ее из своих идеалов и любви к своему народу. Но судьба распорядилась иначе. Русские революционные солдаты, услышавшие о событиях в Бухаре, вмешались. На площади перед тюрьмой собрались люди. Их голоса, их вера в справедливость стали инструментом освобождения. Садриддина Айни вывели из подземелья, подарив ему второй шанс. Этот момент стал переломным. Айни не просто выжил, он закалился. Он увидел, что борьба за знание и свободу должна продолжаться. Его первый